Добрый вечер, Рауль Джумкович. Вы знаете, последние дни в нашем обществе очень активно обсуждается вопрос о помиловании и обмене Лукава, который совершил тяжкие преступления на территории Абхазии. Скажите, пожалуйста, с чего начался сам этот процесс работы над процедурой этого обмена? В конце 2015 года мною было получено соответствующее обращение президента Южной Осетии Тибилова Леонида Харитоновича с просьбой решить по возможности вопрос обмена граждан, находящихся в заключении в Грузии по событиям 2008 года, осужденных на длительные сроки и пожизненно. Начался процесс этой работы активно уже в 2016 году. Грузинской стороной были представлены соответствующие списки, в которых были лица, совершившие различные преступления на территории Абхазии. В том числе в этом списке был и Лукава. Грузинская сторона настаивала на том, чтобы именно это лицо было включено в список на обмен на граждан Южной Осетии. Первые действия, которые были совершены абхазской стороной, были направлены на то, чтобы начать этот обмен, но по возможности без участия Лукава, то есть без обмена на этого заключенного. Все работы были проведены в период зимы и весны 2017 года. И грузинская сторона получила 8 заключенных без Лукава на граждан Южной Осетии, которых мы обменяли на грузино-абхазской границе в присутствии министра иностранных дел Южной Осетии и министра иностранных дел Абхазии. Об этом много говорилось, много писалось, и показывали как и по абхазскому телевидению, так и по юго-осетинскому телевидению. В последующем грузинская сторона настаивала на том, чтобы Лукава был возвращен. Мы, в свою очередь, ставили вопросы возможности получения лиц, совершивших преступления у нас здесь, в нашем государстве, но скрывающихся на территории Грузии, в том числе и Лакаева, имеющего отношение к убийству российского дипломата Вишернева. Рауль Джумкович, 27 января 2017 года был вами подписан указ о помиловании Лукава. И только 25 декабря приступили к процедуре обмена. Скажите, пожалуйста, а на что понадобился вот почти что целый год? Это переговорный процесс, это контакты как с грузинской стороной, так и с стороной Южной Осетии. Процесс затянулся еще и по причине тех политических моментов, которые имели место в Южной Осетии. Выборы президента Южной Осетии. Обратился вначале президент Тибилов Леонид Харитонович. Впоследствии все эти вопросы решались уже с новым президентом Анатолием Ильичем Бибиловым. Скажите, пожалуйста, вы знаете, в народе и вообще сейчас как-то большей частью обсуждается, так сказать, так называемая моральная сторона произошедшего помилования и последующего обмена. Многие считают, во всяком случае, что произошел такой неравноценный обмен. Ну, наверное, в первую очередь следует исходить из той ситуации, которая складывалась в самой Южной Осетии, связанной с событиями 2008 года. Мы прекрасно помним, она стала той стороной, которая приняла на себя удар Грузии. И в результате этих событий оказались плененными вот как раз-таки эти молодые ребята. Считаю, что исходя из тех отношений, которые складывались между нашими народами, многовековой истории,
истории современной, когда у нас началась война, осетины пришли к нам на помощь, стали рядом с нами. Не учитывать эти вопросы, не учитывать отношения, которые складывались у нас и послевоенный период. У нас схожие судьбы. Мы подписали соответствующие договоры о наших взаимоотношениях, о сотрудничестве. Исходя из всех этих вопросов, было принято решение об оказании помощи братскому юго-осетинскому народу в этих вопросах. Рауль Джумкович, когда говорят вот о моральной стороне, говорят о том, что вот подобного рода личности, они не заслуживают прощения. Наверное, следует исходить из того, что действительно эта категория заслуживает такого отношения. Но война как раз таки и продемонстрировала необходимость проведения таких работ. К нам в плен попадали грузинские военнослужащие, начиная от рядового и кончая генералами. Но впоследствии в интересах государства производились обмены на наших ребят, которые находились в заключении у грузинской стороны. Но и после войны были эти процессы. И процессов этих было много. Я могу напомнить значительное количество случаев, когда наши ребята, находившиеся в те сложные времена в Галской зоне, попадали под обстрелы, их забирала грузинская сторона. Вставал вопрос необходимости проведения соответствующих работ по обмену заключенными. И эти работы велись. Но иногда бывало и в порядке исключения принимались решения о передаче без какого-либо обмена. Я могу привести такие примеры, когда был возвращен в Грузию Рузген Гогохи, человек, имевший самую высокую награду Грузии, Вахтанг Горгасал. Также были возвращены Мама Сахлиси, Корзай Малхаз, Кирлиани. И все это называлось «жест доброй воли». И принималось как исключительное решение президентов того периода. В нынешней ситуации такое же решение было принято и мной, как главой государства. Основываясь на статью 53 Конституции Абхазии, которая как раз-таки дает эти полномочия. Впервые за все годы был создан соответствующий документ, который называется указом, где четко было прописано, кого мы помиловали, в отличие от того, что за все предыдущие годы каких-либо документов не было, и обмены производились практически с ведома воли первого лица. Рауль Джумкович, как вы представляете себе дальнейший ход событий, вот, связанных с вот этим делом? Но я думаю, что та комиссия, которая создана в парламенте, отработает все материалы и вынесет свое решение общественности. Но хочу заметить еще раз, никаких нарушений ни Конституции и законов со стороны главы государства не имело места. Все, что сегодня, как говорится, делается в части, касающейся этой темы, это попытка выжать некие политические дивиденды. Все эти вот противостояния ни к чему хорошему не приводят. Поэтому хотелось бы, чтобы было понимание того, что эти процессы были до меня, и хотелось бы, чтобы их не было в последующем, связаны именно с этой тематикой обменов, потому что это трагедия людей, трагедия семей, и хотелось бы, чтобы все эти процессы были бы завершены. Между Абхазией и Грузией еще не подписан договор о неприменении силы. Поэтому нам следует очень аккуратно относиться ко всем этим вопросам. Истахуб хаблари лыркарц. Арюзахтыск Рыцбара Марьядзам, Яшу, Атаацвараква, Рюза Ахазауз, Рюза Гуакраяла Гылаз,
рхьаа рацәоуп, имариаӡам арҭ аусқәа рыхгара. Аха ҳарҭ иаҳдыруазароуп, иҟоуп иахьа аҳәынҭқарра аинтерес уаҵәтәи ҳԥеиԥш. Арҭ аусқәа рҿы иааурԥшыроуп хшыҩла азнеира, ҭынч ацныҟәара. Ҳарҭ ҳаилыхара ҳҳәынҭқарра алҵшәа анаҭаӡом. Арҭ ахәыцрақәа иҟоу, ҳарҭгьы ҳаргәаҟуеит, иҳаҳауеит, аха зегь раԥхьаӡа иргылан аҳәынҭқарра интерес ҳазхәыцроуп. Аҳәынҭқарра интерес ҳаназхәыц, даҽакала ҳҭагылазаашьа ишаҟало, ишихо атәы агәрагара сымам. Рауль Джункович, спасибо за интервью. Спасибо.